Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы начинаем уникальный телевизионный проект «Уроки чеченского танца от А до Я». Каждая программа будет составлена в форме урока, который будет состоять из 3 частей. Первая часть, назовем его условно, теория танца. Это история чеченского народного танца. В 3-й части нашего урока вы сможете увидеть образцы чеченского танца известными исполнителями чеченского народного танца. Итак, урок 1. На первом уроке в части теории танца мы с вами будем говорить о отличительных особенностях и канонах чеченского народного танца, а также о первооснове чеченского мужского и женского танца. История чеченского танца своими корнями уходит в глубокую древность. Чеченский танец, как вид искусства, очень оригинальный вид. Очень самобытный характер, темперамент и манера исполнения чеченского танца делает его неповторимым и отличительным от всех танцев народов мира. Чеченский танец, как и сам народ, свободный, хотя имеет свои четкие определенные каноны, которые не имеет права нарушать ни один исполнитель. Особенность чеченского танца – это то, что и мужская хореография, и женская хореография имеют свои основы, и в корне отличается мужская хореография от женской, также женская от мужской. Хотя в основном у всех народов Северного Кавказа и мужская, и женская хореография основа одна и та же. Просто в мужском танце те же элементы танца повторяются более откровенно, более размашисто. И те же элементы являются в основе женского танца, при этом более сдержанно исполняется. Только в этом отличительная сторона других народов Северного Кавказа, в отличие от чеченского народного танца. В чеченском народном танце мужская хореография имеет свою основу и в корне отличается от женской хореографии. В чеченском танце нету никакого контакта именно с женской половиной. Не то, что нет контакта, даже одеждой нельзя прикасаться к женской половине, к партнерше своей. Юноша ведет девушку в позе воина, охотника, лучника. Это значит, одна рука открыта в сторону, именно в позе лучника. Вторая рука на груди. Это натянутая стрела. В этом положении рук юноша ведет девушку в танце. Девушка в танце, партнерша, это птица в полете, это лебедь. Почему сравнивать девушку, чеченку в танце с образом лебедя? Лебедь – это, во-первых, изящная птица неповторимой красоты. Подобно ей девушка, чеченка в танце должна ровно, без колебаний корпусом плыть по танцевальной площадке. Руки подобно крыльям птицы. Мягко, изящно. Девушка в танце – это птица, это голубь, это лебедь. И все движения и у юноши, и девушки соответствуют образу. Каноны чеченского танца. Если у других народов юноша покидает танец, удобное ему время, в чеченском танце право покинуть танцевальную площадку за девушкой. Юноша не может раньше девушки прекратить танец, покинуть
танцевальную площадку, это позорно считается в чеченской культуре. Юноша не имеет права настаивать на продолжении танца, что, к сожалению, мы часто в современном чеченском обществе наблюдаем. Это грубое нарушение традиций. Вот это, пожалуй, наиболее отличительные моменты и каноны чеченского народного танца от танца народов Северного Кавказа, Кавказа и других народов. Первооснова чеченского традиционного народного танца, первооснова является воинские танцы, танец охотника, военно-спортивные танцы и состязательные танцы тоже. Любое торжество или скачки, организованные по поводу рождения сына в семье, всегда заканчивались танцем победителя. Человек, который победил на скачке, ему делали подарок, родители или родственники новорожденного. То есть юноша танцевал один сольный танец, мужской танец, танец воина, охотника, и демонстрировал ловкость тела, умением владеть своим телом, и грация, и пластика тела выражалась, что все вместе способствовало именно подтверждению, что он действительно победитель, что он воин, что он охотник. Вот это первооснова чеченского мужского танца. Девушка в танце – это лебедь, это птица в полете. Настолько изящны, мягкие и незаметны ее переходы рук с одного положения в другое. И поднятая голова, ровный стан и нежно опущенные глаза под ноги себе или в сторону, если юноши, если это она в парном танце, то на уровне газырей останавливался взгляд девушки. Она не могла смотреть ему в лицо. Это уже не чеченский танец. И девушка во время исполнения женского танца никогда не имела права вот так выраженно делать движение плечами. То есть стан велся ровно. Работали только руки, и в сочетании с движениями рук работала голова. Но и при этом, если юноша очень близок в танце к девушке, то она опускала глаза под ноги себе, или если смотрела в сторону юноши, она смотрела на газыри юноши. Взгляд выше или ниже не мог быть направлен в сторону юноши. Изящно, грациозная постановка корпуса и при этом скромно опущенные глаза, резкий такой экспрессивный, характерный, темпераментный мужской танец и рядом нежно такой мягкий, скромный женский танец в гармонии, в сочетании дают неповторимую красоту. Вот этим сильно отличается чеченский танец от танцев народов мира. На первом уроке наших занятий мы с вами будем разучивать основные позиции рук-ног чеченского, мужского и женского народного танца. Помогать мне в этом будут артисты ансамбля «Вайнах», Шамсанур Магомадов, Заира Хасуева. Итак, начинаем первый урок. Основные позиции ног чеченского мужского танца. Первая позиция ног. Пятки вместе, носки врозь. Первая позиция. Первая позиция имеет два положения. Первая – свободная позиция ног, и первая – прямая. По первой прямой позиции в основном исполняются все ходы с продвижением вперед, назад в чеченском мужском танце. Вторая позиция ног. Ноги шире плеч, руки на пояс. Ноги шире плеч. Это вторая позиция ног чеченского мужского танца. Третья позиция ног. Левая нога спереди. Эта позиция в основном и в русском народном танце, и в классическом танце
Третья позиция ног. Четвертая позиция ног. Выпад, большой выпад на левую или правую ногу. Все положения имеют положение ног как с правой ноги, так и с левой. Это четвертая позиция ног чеченского мужского танца. В этой позиции или хлопает юноша, или в какой-то из позиций рук в сочетании с позициями ног. Четвертая позиция. Теперь поднимаемся на опорную ногу. Первая позиция. Первая позиция, вторая позиция, третья позиция, четвертая. Подтягиваемся на опорную ногу. 4 основных позиции ног чеченского мужского танца. Барабан. Из большого количества положений рук чеченского танца мы с вами выделили 9, и они являются основными позициями рук чеченского народного танца. Всего их 9. При исполнении позиций рук чеченского танца кисть имеет закрытую форму. При закрытой форме кисти сильно сжаты в кулаки, и большой палец завершает кисть. Кладется сверху указательного пальца большой палец. Вот при таком закрытом положении кистей рук мы исполним с вами 9 позиций рук чеченского мужского танца. Исходное положение. Ноги в первой позиции, руки по швам. Закрытые кисти прикладываются к бедрам сбоку. И при исполнении первой позиции грудь подается вперед, живот сильно втягивается, плечи назад, вниз, и руки отрываются от бедер. Вот это первая позиция рук чеченского мужского танца. Первая позиция. Закрытая кистью на левую сторону груди закрывается, правая вытягивается ровно в сторону на уровне подбородка, поднятой головы. Вторая позиция. Связующая 8-я позиция рук. Третья позицию переходят руки. Связующая 8-я через связующую 8-ю. В сторону руки вытягиваются. 4-я позиция рук. 5-я позиция рук. 6-я позиция рук. Обе кисти тыльной стороной кладутся на пояс. Тыльной стороной. Это 6-я позиция рук. 7-я позиция рук. 8-я связующая позиция рук. 9-я позиция. 9-я позиция имеет два положения. Закрытой и открытой формы. Руки поворачиваются ладонями к себе. Открытая форма 9-й позиции. Возвращается в 9-ю закрытую. 9-я закрытая. 9-я закрытая, 9-я открытая. В закрытую возвращается и на раз опускается в первую позицию. И те же самые позиции повторяем с другой руки. Первая. 8-я связующая. 2-я. 8-я связующая. 3-я. 8-я связующая. 4-я. 5-я. 6-я позиция. И 7-я. 8-я. 9-я. 9-я открытая форма рук. 9-я закрытая. И опускаем в первую. Чеченский и мужской, и женский танец. Постановка корпуса, подтянутая форма, сильно втянутый живот, грудь подается вперед, плечи назад, вниз, подбородок поднимается наверх,
У девушки всегда глаза опущены вниз и в сторону, но не прямо и не наверх. У юношей и вправо, и прямо, и наверх, у мужчин более свободный танец, более экспрессивный танец, в отличие от женского. Пожалуйста, 4 удара. В чеченском женском танце всего 2 позиции ног. Положений также много. Основные 2 позиции ног. Так же, как в мужском танце, первая свободная, первая прямая, первая свободная, она первая позиция, и 3-я позиция. Или правая нога спереди, или левая нога спереди. Всего 2 позиции ног. 1-я и 3-я. Отсутствует в женском чеченском танце и 2-я, и 4-я позиция. Они только сугубо мужские позиции. Таким образом, мы с вами освоили, что в чеченском женском танце всего 2 позиции ног. Первая позиция имеет 2 положения. Первая свободная, первая прямая. И 3-я позиция правая нога спереди. 3-я позиция левая нога спереди. Теперь мы с вами переходим к позициям рук чеченского женского народного танца. Кисти имеют вот такую форму при исполнении чеченского женского танца. То есть кисти, пальцы вытянуты, собраны, не разбросаны пальцы, аккуратно вытянуты. Большой палец и 3-й палец слегка направлены друг к другу. Вот такая форма кисти. Вот такая форма кисти. Возьми, пожалуйста, Заира. Вот. В танце кисти мягко двигаются. Запястье, от запястья задерживается кисть, когда руки идут вниз. И когда руки идут наверх, тоже кисть все время запаздывает. И таким образом получается такое тающее, легкое движение, подобное взмаху крыльев птицы. Вот, когда девушка отпускает руки, когда она их поднимает. И в основном девушка в чеченском танце, она подражает птице. Руки, подобно полету птицы, открываются в сторону легким взмахом и нежно опускаются вниз. Работают они наверху, подобно крыльям птиц. Положений рук очень большое количество. Из наиболее часто повторяющихся положений рук чеченского женского народного танца, наиболее характерных и манерных, мы выбрали 5 и вывели их как основные позиции рук чеченского женского народного танца. Всего их 5 позиций рук. Пожалуйста. Первая позиция. 2 пальцами, большим и 3-м пальцем, слегка прикасаясь бедрам с наружной стороны, девушка подготавливается к танцу и
Вытягивая корпус, руки отрываются от бедер. Вот такое положение. Не прикасаются к корпусу руки. Локти слегка согнуты, и рука получает такую полукруглую овальную форму, подобно крыльям птицы. Это первая основная позиция рук чеченского женского танца. Первая позиция, вторая позиция. Точно в такой же форме, как мужская вторая позиция, кисти открыты и слегка от запястья свисает вниз. Голова девушки направлена в сторону закрытой руки и через локоть смотрит вниз. Взгляд направлен вниз, через локоть. Вторая позиция. Опускаем вторую. Правая рука через середину корпуса поднимается над головой. Ладонь повернута к себе. И мимо локтя, примерно вот на таком расстоянии, направлен взгляд девушки. То есть не в ладонь. Чуть поверните к себе кисть. К себе еще. И вверх рука чуть. Вот так. А глаза смотрят через локоть. Через локоть. В сторону рука, так же, как во второй позиции, поднята чуть выше, еще выше, и кисть чуть ниже. Еще выше рука. Вот так. Это третья позиция рук женского танца. Открываем в сторону вторую руку. Обе руки вытянуты в сторону. На уровне головы. Запястье слегка свисает вниз от запястья кисти. Это четвертая позиция. Опускаем обе руки вниз. Правая рука поднимается впереди корпуса и от себя кисть. Вот в этой позиции девушка закрывается от юноши. Когда в танце юноша приближается к девушке, вот в такой позиции в танце, девушка отворачивается от юноши и кистью руки закрывает свои глаза. Вот это положение, позиция рук, дает юноше знать то, что он чрезмерно приблизился, что она стесняется его. И в это время юноша должен отойти немножко от нее. Пятое. Поднимаем в четвертую позицию руки. Теперь левой рукой точно так же закрываемся. Открываем в четвертую позицию и нежно опускаем руки, как взмах крыльев, и возвращаемся в первую позицию. Таким образом, мы с вами освоили 5 позиций рук чеченского народного женского танца. Теперь, пожалуйста, под музыку.
Третьим пунктом в первом уроке мы с вами будем изучать сочетание позиции рук мужского и женского танца. Юноша должен быть на полшага сзади девушки, чтобы он без прикосновения к ней мог поднять в сторону руку. И при этом, не задев ее ни одеждой и ни ее одежду, то есть бесконтактный чеченский парный танец, он бесконтактный. Это особое требование в чеченском парном танце. Юноша смотрит на глаза девушки. Взгляд юноши направлен на глаза девушки. Взгляд девушки направлен перед собой, в пол глаза направлены, это одно положение. Второе положение в сторону газырей юноши. В чеченской национальной одежде, на черкеске, на груди у мужчины по 8 газырей с газырницами, серебряными колпачками. И на уровне газырей девушка взгляд свой направляет или перед собой под ноги, или перед юношей под ноги опущенный. Но она не отворачивается от юноши головой, потому что она не будет знать, куда ее ведет в танце юноша, если она отвернется. В паре, когда юноша идет рядом в танце, может исполнить только первую позицию и вторую позицию. Также пятую позицию, поворачиваясь от юноши, и после этого она должна в повороте отойти от юноши. Это она дает знак, что он к ней приблизился и что ей неудобно. И она вот таким движением отходит дальше и танцует. Возьмем основные позиции, которые прекрасно сочетаются в парном танце. Это первые позиции, первая позиция. Это вторая позиция. Это у юноши. У девушки нет, а у юноши может быть третья позиция. У юноши может быть и четвертая, и пятая позиция. У девушки только первая, вторая и пятая позиция. В парном танце, когда юноша идет рядом с ней и ведет ее в танце, девушка может исполнить только 3 позиции рук. Сейчас мы вам продемонстрируем позиции рук мужского и женского танца, который сочетается. Пожалуйста. Пожалуйста, 4 удара.